Пути развития сельского хозяйства в условиях пандемии. Повестка дня очередного заседания Общественной палаты. Чтобы выслушать различные мнения и найти выход из экономического кризиса, на встречу были приглашены специалисты. Как отметил директор ЦСИ Олег Доменья, разработанная в 2015 году стратегия социально-экономического развития Абхазии до сих пор не теряет своей актуальности. Эта стратегия, она имеет право на существование. То есть это единственный, пожалуй, легитимный правовой документ, которым наше государство еще располагает. Что касается сельского хозяйства, мы, естественно, в этой стратегии выделили из отраслей, из которых состоит наше общество, выделили наиболее приоритетные. В сфере, то есть в сфере экономики сельское хозяйство мы поставили на первое место среди приоритетных. А там приоритетными являются сельское хозяйство, энергетика и туризм. Многие из выступавших отмечали необходимость специальных антикризисных мер, в число которых входит поддержка национальных производителей. Мы представляли властям неоднократно, что нужно государственную экономическую политику, которая защищает национальных производителей. Для этого повышенные ставки пошлин, это весь мир этим пользуется. А мы все ждем, кто нам подскажет. У нас есть реальный механизм, есть закон о таможенном тарифе, таможенный кодекс, который позволяют применять так называемые антидемпинговые пошлины. Это сбросовые цены, когда применяют. Это делают не иностранные предприниматели, наши местные. Экономист Хатуна Шатыпа главными причинами упадка сельского хозяйства назвала мизерные объемы финансирования и неэффективную систему управления отраслью. На сельское хозяйство, которое является приоритетной отраслью, за последние 10 лет финансирование сокращается из бюджета в долларовом эквиваленте в 2,5 раза. Кто голосует за такой бюджет? Знаем, депутаты. И вот тут вот встает вопрос, почему депутаты, а их численность позволяет очень остро ставить вопросы в помощь сельскому хозяйству и блокировать вот такую ущербную статью финансирования. Почему это не происходит? В этом году, да, заложено 15 миллионов, на что мы проводили большие дискуссии, обсуждали вопрос, но, к большому сожалению, мы столкнулись с тем вопросом, что и эти 15 миллионов не были обоснованы, на что они будут потрачены. Соответствующие службы, ведомства или министерства должны подготовить проект. Просто взять цифру там 15 дат, 50 дат, 100 миллионов дат, без плана развития какой-то программы, оно как-то не обосновано. На заседание были также приглашены жители сел, которые озвучили наболевшие вопросы. Среди них проблема сбыта сельхозпродукции и отсутствие в районах специалистов по животноводству. Надо помочь крестьянину сбыть. Сбыта нету. Вот я вам скажу, у меня дома что происходит, если вам интересно. Вот у меня зерно 2 тонны вот сейчас для продажи имею. А вы знаете, зерно сколько стоит? 25 рублей, 20 рублей. А мука стоит 80. Мясо вы покупали, хорошее мясо за 250. 450 стоит мясо. Реально, надо проблему искать там, где она начинается. Здесь сидеть, эту проблему решать. Здесь все умные, грамотные, я не сомневаюсь, намного умнее меня. Но этого нам не надо, понимаете? Надо решать там, где это начинается. По мнению первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопо, необходимо разработать специальные проекты, направленные на решение проблем крестьян. В разработке находится проект закона, вот здесь у меня лежит, о развитии сельского хозяйства, проект закона о сельском хозяйстве. Если этот закон пройдет, я не знаю, когда они будут рассматривать, мы еще там, юристы занимаются, но тем не менее, сказать, что уже какие-то средства на развитие сельского хозяйства, именно вот не 15 миллионов, не 10, не 60, которые тоже, говорят, не осваиваются, но этого быть не должно и не будет, потому что они уже будут расписаны, по каким направлениям, в какой отрасли эти средства будут использованы. Несмотря на разные формулировки, участники заседания сошлись во мнении, что именно аграрная отрасль должна занять приоритетное место в экономике республики. Эсма Гуладзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.